Водитель «Лады» 99-й модели на Горьковском шоссе не справился с управлением, зацепил отбойник, после чего легковушка несколько раз перевернулась. 35-летний мужчина, сидевший за рулем, во время кульбита вылетел из салона автомобиля. Подбежавшие к нему очевидцы предположили, что он не трезв. Нафиса Минязова увидела последствия аварии. Здесь лежал, потом пришел в сознание. Начал искать документы. Этот мужчина один из первых остановился, чтобы помочь пострадавшему. Подойдя к водителю, лежавшему на асфальте, он заметил, что от него исходит запах алкоголя, а на проезжей части были разбросаны бутылки спиртного, вылетевшие из салона искореженной «Лады». На место тут же вызвали медиков и полицейских. Изначально «Лада» протаранила ограждение, еще несколько метров проехала по нему, срывая за собой железную конструкцию. Так что некоторые отлетели на несколько десятков метров вперед, а некоторые остались висеть на дереве. Только после этого отечественный автомобиль начал совершать кульбиты, в ходе которых водитель вылетел из салона. Автоинспекторы оформили дорожно-транспортное происшествие и направились к пострадавшему, ведь необходимо было развеять или подтвердить предположения очевидцев. Медосвидетельствование показало, что мужчина действительно был пьян. 35-летнему водителю очень повезло, и он лишь чудом остался в живых. Ему оказали помощь на месте, а затем госпитализировали в 7-ю городскую больницу. Медики диагностировали у него закрытый перелом поперечных отростков поясничных позвонков со смещением и множественные ссадины верхних и нижних конечностей. Сейчас водителю грозит лишение водительского удостоверения сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Помимо этого ему придется заплатить за порчу городского имущества, то есть ограждение проезжей части. Автомобиль восстанавливать смысла уже нет. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Мы делаем вам вызов. Смотрите одну из самых рейтинговых программ о происшествиях в Татарстане на нашем сайте tnv.ru.